Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. События самых ближайших дней. Буду смотреть на 2-3 дня. Загадайте, пожалуйста, на себя. И давайте вместе посмотрим, что же случится, что произойдет и что вас ждет. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, четкие дни у вас идут, очень четкие. Знаете, вот события начинаются и заканчиваются. Либо у вас достаточно сил разобраться с тем, что вам тут выпадает. Так, но событий будет много, события интересные. Я вот смотрю, что-то прям неожиданно случится для вас. Даже какой-то момент, как врасплох вас застанет какая-то ситуация. Но в целом вы молодец. Вы молодец, и я вот так смотрю, как впереди планеты всей. За вами тут не угнаться. Такого жару дадите. Ой, девчонки, у кого любимый рядом? Смотрите, что творится. Вот не могу сначала начать, у меня прям как глаз приклеился к этому рисуночку. Вы видите, вы тут стоите, такая шикарная, красивая, а он вот на ступеньку ниже стоит, да, и в руках вам что-то прям протягивает. И это могут быть и цветы, могут быть и подарки. И ну прям, да, какой-то предмет вот такой ценный. Он, смотрите, на колено стал, вам тут говорит: прими, пожалуйста. А вы вот стоите довольная. Хотя у кого-то из вас отыграется, может быть, не совсем то, чего вы ожидали. Потому что у кого-то, девчонок, в голове кольцо, а мужчина с чем-то другим придет. Но не переживайте. Сегодня кольцо не подарит, значит завтра подарит, да, либо предложение сделает завтра. Вот, но он прям такой решительный. Вот смотрите, как на коленочке стоит. К вам ручонки-то тянет, да еще и не пустые. Ну, шикарно. Так, ну давайте пойдем по порядку. Работа выходит. Много работы. Вот прям аж целая кирка здесь вышла. И работа, знаете, вот как подстерегает вас. Кому-то домашняя работа идет, да, придется по дому работать много. Тяжело работать. Знаете, как думаете, ой, ну чуть-чуть приберусь. Да? А одно за другое, за 5-е, 10-е, тут и стирка, и глажка, и наготовить надо. И стали убирать, понимаете, что нужно капитальненько убрать, да, генеральную уборочку сделать. Ну, наработаетесь, дай Боже, наработаетесь. Вот. А кого-то могут позвать на работу и сказать: все, выходи, без тебя мы тут пропадаем, там, спаси нас всех, да, некому работать, давай выходи ты. Ну и вы, конечно же, пойдете там ударненько так поработаете, покажете всем и сразу, кто вы и чего стоите. Много работы, но у вас все равно настрой такой позитивный идет. Мои дорогие, кто работает сам на себя, вот неважно, чем вы занимаетесь, вы оказываете какие-то услуги, вы, может быть, что-то производите. Есть девчонки, которые там в такси работают, да, разные работы есть. Вот, сами на себя, получается, да, то есть нет у вас непосредственного начальника. Здесь готовьтесь, вы на расхват, просто на расхват, и туда, и сюда, и всем срочно, и всем надо, и люди прям будут стараться перекупить, да, предлагать вам большие суммы денег, лишь бы как бы вы их обслужили в первую очередь, да, либо пошли на вызов именно конкретному этому человеку. Ну, прям конкуренция за вас. Конкуренция. Денег, конечно, заработаете очень неплохо. Вот, и вы знаете, вы не в обиде. Я вижу, что вы не в обиде. Да, вы кому-то будете жаловаться и говорить: ой, некогда даже и присесть. Бегаю, да, забываю, что там и кушать надо.
Но при этом вы зарабатываете и неплохо, прям так довольненькие собой, да, и тем, что происходит в вашей жизни. Ну, работа, как там говорили раньше, да, труд он что там, облагораживает, да, что-то типа такого, еще помню, в советские времена было. Ну, ничего, поработаете. Вы вообще не боитесь работы, такой вот человек, не боитесь. Просто вы как бы не планировали, да, либо не рассчитывали, что будет всего столько много и сразу. Так, еще какой-то мужик выходит с бабочкиными крыльями. Но такой легкий, понимаете, легкий, по весу, туда-сюда, и вашим, и нашим. Бабочка-однодневка, хочется сказать. Ну, возможно, вы его так называете, да, просто я с потока информации читаю. Смотрите, этот мужчинка вот у кого-то прям объявится, появится с каким-то легким предложением. Но это не ваш основной партнер. Нет, вот он, ваш основной партнер. А это просто какой-то, то ли ухажер. Может быть, он вам и не ухажер вовсе, да, может быть, он просто ваш, я не знаю, брат, у кого-то сын такой. Ну, такой порхает по жизни. Смотрите, идет с предложением, но ему что-то от вас надо. Надо каким-то хитрым образом, он будет вас к чему-то подводить. Да, будет туда-сюда, туда-сюда. Подводить будет. Что-то от вас нужно получить. Либо получить вашу помощь, либо что-то ваше, может быть, взять временно, может быть, и не временно. Но такая какая-то хитрость от него идет. Ой, как вы с ним посмеетесь. Вернее, нет, вы над ним посмеетесь. Вы ведь это все почувствуете, он еще на порог не зашел, а вы уже чувствуете, что сейчас будет представление. И вот оно, представление начинается. Ой, девчонки, ничего у него не получится, обломится, а настроение он вам поднимет. Ну, посмеетесь, сделаете вы его, прям, знаете, в яблочко, уйдет с пустыми руками. Хитренький, вот какой хитренький мужчина, ой-ой-ой. Так, здесь у меня какой-то очень важный разговор о проблемах, но это не ваши проблемы, чьи-то проблемы. Это может быть подруга, это могут быть родственники, дети могут быть. Да? С кем-то вы будете обсуждать очень важные проблемы и будете стараться помочь этому человеку. Вы, конечно, умничка, вы молодец, ваши советы, они невероятно ценные, но не старайтесь на себя брать эту проблему. Вы такая, вы можете, если вы человека любите, хорошо к нему относитесь, так вы и в огонь и в воду готовы идти за этого человека. Но здесь в конкретном случае, в этом, да, не нужно, абсолютно нет. Не вызывайтесь помогать, совет, конечно же, дайте, там, выслушайте, что надо, там, подскажите, но на себя ничего не берите, потому что здесь такой риск. Смотрите, это дело, оно какое-то изначально провальное, да, либо эта проблема очень сложная, ее не удастся решить в один заход, то есть там нужна какая-то последовательность действий, и это все будет растянуто по времени. Если вы возьмете это все на себя и скажете, ну, не переживай, я все поделаю, у вас, либо уйдет гораздо больше времени, да, либо с первого раза не получится. И этот человечек, да, начнет вас обвинять и говорит, ну это же все из-за тебя, да, у меня была маленькая проблема, вот я к тебе обратилась, и вот теперь у меня огромная проблема, это все ты виновата. Вот, чтобы этого не случилось, чтобы вы на этой почве не разругались, отделайтесь просто советами. Да? Советами, поддержкой, там, моральной поддержкой, но не более того. Не берите на себя ни в коем случае. Вот кто бы это ни был, даже мама ваша родная придет, дайте ей хороший совет, да, либо там доченька ваша, может, сыночек, да, дайте хороший совет, и все. Вот человечек должен сам это все порешать, потому что сложно будет, очень сложно. Мне вот не нравится. Так. Проблема эта решится, я вам так скажу, дней 10 точно уйдет, а может даже и больше. Идем дальше. Здесь у меня какое-то предложение выходит, но это предложение денежного характера. То есть это как возможность заработать, подзаработать, либо что-то выгодно продать, да, может быть, продавать вы что-то будете, либо кто-то к вам придет и скажет, все, продай, вот нигде не могу найти, а тебе не нужно, ты не пользуешься, да, продай мне. Вот, не спешите продавать, ни в коем случае не продавайте. Если мы говорим о продаже, если мы говорим о какой-то возможности заработать, подзаработать, здесь нужно присмотреться, потому что мне не очень нравится
то, что вы с этой подработкой, ну, если в ноль пойдете, то хорошо, а если вот в минус, то это плохо. Здесь, возможно, как овчинка выделки не стоит. Нужно хорошенечко все это изучить, подумать на досуге, прикинуть, а потом уже давать свое решение. Ну, а что касается продажи, однозначно нет. Ничего никому не продавайте. Там какие-то есть скрытые моменты, они не сейчас видны, а они отыграются немножко туда попозже. Так. У кого симпатия на работе? Вот есть симпатия на работе с мужчиной. У женщины и мужчины есть симпатия. Они симпатизируют друг другу, но я так понимаю, что между ними особо еще ничего и не было. Вот прям романа еще не случилось. Смотрите, у вас прям с ним идут разговоры, длительные разговоры. Господи, какая там работа, все на свете забудете. Прям так поговорите с ним, возможно, даже вместе вот как-то передвигаетесь, либо в машине поедете, либо, может, в лифте вместе будете ехать. Но прям сблизитесь вы за эти несколько дней. Здесь вот мужчинка уже как более какие-то решительные действия будет предпринимать в ваш адрес, либо, по крайней мере, уже не будет стесняться проявлять свои эмоции по отношению к вам. Но у вас тут прям на улучшение идет, на улучшение, на сближение. Я вижу, что вы счастливенькая, да и он весь как новая монеточка светится. Ну, правильным путем идете, правильным. Смотрите, если мужчинка не свободный, либо если вы не свободны, так тоже бывает, могут начаться пересуды, могут начаться разговоры. Главное не бояться этих разговоров. Люди, ведь они такие, они всегда болтают, боже мой. Ну, вы, как это говорят, лицо кирпичом, да, и занимаетесь собой, своей жизнью. Даже если бы между вами ничего не было, все равно бы разговоры пошли, понимаете, такое. Вот, не бойтесь, дальше, чем разговоры, это все не пойдет и не выйдет за пределы, например, вашего офиса, либо вашего предприятия, ну, где вы там работаете. Так, проблемы могут быть с соседями. Вот люди-соседи, да, либо по соседству с вами какие-то персонажи очень скандальные, да, скандальные. Они любят ругаться, они ругаются между собой, они ругаются со всеми на свете, и они очень шумные люди. Вот здесь могут быть проблемы. У кого-то отыграется, что там будет скандал в том доме, либо в той квартире, а вы как бы на нервах, вы ведь все это слышите, вы, может, переживать там будете за них. Кто-то, кстати, и полицию будет вызывать, да, на вот эти все скандалы. Вот. А у кого-то отыграется, что вам придется с ними скандалить. Но там причина серьезная будет. И вообще такое впечатление, что они людям мешают. Вот просто мешают жить, там, не знаю, отдыхать, спать. Да, вот что-то они могут делать, что будет мешать всем. Но вы ведь такая, вам... Палец в рот не клади, вы смелая, вы вот пойдете, права будете качать. Ну и правильно, но что, надо же кому-то призывать их к порядку. Ну, закончится тем, что они все-таки побоятся вас, да, либо побоятся лезть на рожон. Конечно, там нафыркают, набыркают на вас, но тем не менее, вы их призовете к порядку. Так, либо если вы вызовете, например, полицию, там все быстренько закончится и долго не будет повторяться. То есть какие-то вот радикальные действия, они все-таки помогают. Так, кто-то почувствует недомогание, ну вот какого-то простудного характера. Вижу, что будете лихорадочно принимать меры, вам некогда болеть, да вы не хотите болеть. Вы знаете, вот пару дней, действительно пару дней, вот состояние слабости чуть-чуть, какие-то симптомы будут проходить, легкие, в легкой форме, вот как-то вы быстренько переболеете. Ну, потому что вы молодец, я вижу, что вы тут и запас всяких важных лекарств имеете, и начнете это все принимать, вот, прям позаботитесь, вот сами себя из этой болячки вытащите. Так, кто-то у меня будет собираться посещать какого-то человека. Человек то ли на дому будете посещать, то ли в больнице будете посещать. Посещение идет. Почему-то вы нервничать будете перед этим посещением, нервничать будет. Но вы знаете, все хорошо будет, все хорошо, и человек не так плох, как, например, вам сказали.
Вот, вы пойдете, посмотрите, так, в глубине души порадуетесь, да, что человечек все-таки на поправку идет, что обстоятельства все-таки там улучшаются. Вот, не надо переживать, не надо нервничать и себя накручивать, конечно же, не надо. Так, в интернете какая-то идет на вас атака в интернете, ну, честное слово. Мужики, то ли они из запоя вышли после Нового года, что происходит? Прям начнут строчить, закидывать вашу электронную эту почту, да, либо этими сообщениями вас закидывать. Но просто спаси, сохрани. Очень много вы всего получите. Разного, да, будут и приличные люди писать, и всякие там отбросы общества. Ну, прям удивитесь, да, прям много времени потратите на то, чтобы там хотя бы половину прочитать из того, что написано. Вижу, что много людей будете блокировать, прям блокируйте, говорите, уходи, что ты такой. Ну, будете себя в интернете развлекать. Так. Вот кому-то муж признается в какой-то глупой трате денег. Глупая, очень глупая, абсурдная трата денег. Куда-то не туда он их потратил, да, спустил. А вам долго очень говорил, что нет, все в порядке, у меня есть, там денежка есть, а окажется, что ее и нету. Ой, какой он виноватый перед вами, ой-ой-ой. Знаете, аж уши в трубочку как скатываются, да, и голова прям так в грудь уперлась, ну прям поникла голова. Ну, девчонки, что делать? Потратил, так потратил. Вы его пошлите куда-нибудь, не знаю, занять тогда, да, восполнить эту утрату, либо пусть подработает, пойдет, либо напрягите его какой-то домашней работы, тем более, видите, у вас тут ударный труд домашний у кого-то идет. Пусть отрабатывает, если он не умеет сдержаться, если он не понимает, что деньги нужны, важны, и что у вас семья, пусть тогда работает вот физическим трудом. Если голова не хочется поминать, так может через руки, через ноги, через тело запомнит, что не надо так себя вести. Не допускайте больших скандалов, но и, как бы, знаете, отчитать его тоже нужно. Так, здесь у кого-то бывший ищет предлог. Предлог для того, чтобы с вами встретиться, увидеться. Бывший муж, бывший возлюбленный. Прям, знаете, пытается просочиться в ваш дом. Возможно, у вас будет телефонный разговор, либо вы через сообщение будете общаться. И он прям и так, знаете, прям как напрашивается, как вылазит, 1001 причину придумает. Вот, но вы не пустите, не хотите вы его видеть, не нужен он вам. Не пустите. Но он прям назойливый будет, очень назойливый. Так. Кто-то, кстати, у меня пойдет, я не знаю, собеседование, либо вы пойдете в контору, которая занимается трудоустройством. Вы почему-то идете с таким вот воодушевлением, вы думаете, вау, вот мне там наобещали, значит, все, меня берут, там для меня все сделают. Вас ждет легкое разочарование. К сожалению, выходит именно так. Почему я вам об этом говорю? Да для того, чтобы вы были готовы и себя правильно настраивали. Понимаете, пойти на собеседование, это не значит получить работу. Либо пойти как же они называют, по-моему, рекруты, да? Рекрутинговое агентство. Вот. Пойти туда, это тоже не гарантия, что вас прям сразу возьмут. Вот, поэтому будьте собой, лишнего там себе не мечтайте. Да, вы всем понравитесь, да, с вами очень мило и приятно поговорят, да, вам там помогут, но какое-то время еще пройдет какое-то время. Вот не допускайте вот этих разочарований, понимаете, вот эти разочарования, они очень вредят вашей энергетике, вредят вашему здоровью. Не надо так себя настраивать. А что касается собеседования, кто конкретно пойдет на собеседование, возможно, это собеседование будет первое, но не последнее. То есть, возможно, вам придется еще через несколько дней уже там встретиться с непосредственным начальником, либо там, на второй тур пойти собеседование. То есть там будет не одно собеседование. Вот, так что не переживайте, все нормально. Главное не разочаровываться. Так, у кого-то не получится с вами встретиться, либо к вам приехать. Вот вижу, кто-то договорился, прям договоренность есть, вы ждете, не считаете, да, когда же будет встреча. Скорее всего, у человека не получится, вот как идет отмена.
отмена, причем там причина очень уважительная будет. Ну, так в жизни бывает, ну что сделаешь. Вы себе лучше заранее придумайте, на что вы сможете заменить это свидание, чтобы зря не тратить там день, вечер, смотря когда и как вы договорились. Так, еще я вижу, что у вас будет разговор с каким-то человечком, кого вы давно не видели, либо человечек вот выпадал из жизни, пропадал на какой-то период времени. Что-то очень переживали за этого человека. Вот будет разговор коротенький, но приятный, приятный. По крайней мере, я вижу, что вы успокоитесь. Так, и еще какая-то очень важная информация раскроется, как тайна, секрет какой-то раскроется. Если честно, это повергнет вас в шок. Вы много всего думали, много себе представляли, но что именно так, что именно таким образом, либо эти люди, вы действительно будете шокированы. Значит, мои хорошие, ничего прям страшного не происходит. То, что вы узнали правду, это нормально, это законно. И эта правда позволит вам предпринять действительно важные меры для того, чтобы таких ситуаций в вашей жизни не повторялось. Вы не падайте в обморок, а старайтесь наоборот сконцентрироваться и придумать, как вам правильно попользоваться этой информацией и действительно действовать на опережение, либо принять меры, контрмеры, да, чтобы этого больше не происходило. Какой-то добрый человек, ну действительно добрый человек, без сарказма, да, вам раскроет глаза на то, что является очень важным, либо то, что, может быть, даже мешает как-то по жизни, да, вот как заноза у вас есть, не дает вам спокойно жить. А вы чувствуете, что болит, да, вот дискомфорт чувствуете, а не понимаете где. А этот человек вам и скажет: вот здесь и здесь. Вот, а вы скажете: ой, боженьки, да, что ж мне теперь делать? И придумайте, что делать, придумайте. Здесь вот как высшие позволяют вам от какой-то гадости, либо от каких-то неприятностей избавиться. То, что вы не ожидали этого, это я вижу. И да, возможно, от неожиданности этот шок, ступор. Но тем не менее, вы, пожалуйста, берите себя в руки и предпринимайте меры. Информация дана вам не просто так. Высшие силы открыли, позволили. А это значит, что все можно изменить. И причем изменить к лучшему. Так, мои милые, дни у вас интересные, наполненные. Скучать вы точно не будете. Будьте готовы ко всему и сразу. Ну и, конечно же, себя поберегите, все будет замечательно. Так, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.